Великая честь и великий удел тех, кто спасен. К сожалению, сегодня в этом мире нечестивые люди, они даже убегают тогда, когда никто за ними не гонится. Есть именно единственное положение перед Богом, когда твое имя записано в книге жизни, тогда ты можешь жить и счастливо проводить все дни, отведенные тобой Богом на земле, не переживая, что рядом возле тебя взорвется какая-нибудь урна с бомбой, не переживая, что в трамвае, в котором ты возвращаешься, или едешь на работу, или возвращаешься с работы, что-то прогремит. Я знаю это счастье, когда ты доверил свое сердце в руки Бога, зная, что каждый волос на твоей голове без воли Отца не упадет. Каждый волосок Бог хранит на твоей и моей голове. Каждый шаг ценен в глазах Бога, и Он никогда нас не оставит и не покинет. Аминь. Это великая привилегия, это великая честь, это великая милость, которую Бог дал своим детям. Такого не могут сказать и олигархи, богатые, влиятельные люди. Сегодня это могут сказать только одни люди, христиане, которых хранит Господь в этом безумном грешном мире. Аминь, церковь. Как становится христианином? Как становится человеком, чье имя Бог запишет в книгу жизни? Как это происходит? Есть одна классическая схема, есть одна проверенная на своей жизни решение. Это молитва покаяния. Это когда человек приходит таким, как он есть, своими грехами, своим рабством, одержимостью, зависимостью. Приходит, не сам пытается измениться, бросить курить или пить, или матюкаться. Нет. Но приходит со своим багажом проблем и говорит: Бог, прости меня, я бессилен. Я сделал столько ошибок, что только Ты можешь снять с меня этот позор и бремя греха. И когда это происходит в жизни человека, любого, каким бы он ни был, первый, кто пошел на небо после воскресшего Христа, был разбойник, который получил высшую меру наказания за свои злые дела. Но Бог, видя, что он в нем увидел Спасителя, сказал: отныне будешь со мною в раю. Неважно, какими грехами люди грешили, неважно, сколько зла мы сделали, не зная Бога, важен момент покаяния. Важен момент истины, который наступает всегда, когда мы говорим: придите и покайтесь, склоните свое сердце, свои колени перед Творцом Вселенной. И если это происходит, Бог дает новое начало, невзирая на наши старые прошлые ошибки. Может быть, сегодня среди нас есть люди, которые хотели бы получить сегодня от Бога новое начало, новую возможность жить заново. Это, знаете, как в школе, может быть, вы помните, да, мы писали диктанты, и столько ошибок, и нам потом учителя вот так перечеркивали, делали пометки, и когда ты смотрел на эти свои каракули, думаешь: Боже, невозможно, что это такое? Но, знаете, милость Господня в том, что какими бы каракули не были в прошлой нашей жизни, Бог нам даст новую тетрадку и скажет: а теперь со мной начни писать без ошибок. Без ошибок, не делай зла, не поклоняйся иным богам, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. И это будет диктант всей нашей жизни, диктант с чистого листа. Если кто-то сегодня хотел бы попробовать начать жизнь с чистого листа, там, где вы стоите сейчас, Бог видит ваше сердце, и Он дает вам этот шанс, эту возможность. Если вы хотите, чтобы мы с вами помолились молитвой покаяния и помолились за вас молитвой покаяния вместе с вами, и потом за ваше исцеление, свободу, за вашу благословенную жизнь, там, где вы находитесь сейчас, пожалуйста, поднимите свою руку, если есть такие люди, мужчины, женщины, подростки, девушки, юноши.